Сегодня я хочу поговорить об ингушских архаизмах, тех самых забытых словах. Давайте вместе вспомним то, что постепенно уходит из речи. Слово «азале» и «абаде». «Азале» переводится как «вечность без начала», «абаде» — «вечность без конца». Эти слова полностью заимствованы из арабского языка. «Аль-азаль» — предвечность, вечность без начала. «Аль-абад» — вечность без конца, бесконечность. Это слова арабского происхождения, но они использовались в ингушском языке. Данные слова я обнаружила в стихотворениях. Что самое главное, их истинный смысл можно применять только по отношению ко Всевышнему Аллаху. Давай разберем их значение. Азали — это вечность без начала, то есть бесконечность, у которой нет точки отсчета в прошлом. Абади — это вечность без конца, бесконечность, которая никогда не прервется в будущем. Вместе они образуют понятие абсолютной вечности. Но почему мы говорим, что это относится только к Аллаху? Потому что у любого творения, будь то человек, ангелы, весь этот мир или даже рай и ад, есть начало. Все это было создано Аллахом. Время — это тоже творение Аллаха. Аллах сотворил Вселенную, а вместе с ней и само измерение времени. Тот, кто создал время, не может сам зависеть от него. Имя Всевышнего Аллаха Аль-Ауаль означает «первый во всем», а имя Аль-Ахир означает «последний», который останется существовать, когда перед судным днем все живое будет умерщвлено. Он, Господь миров, первый и последний, то есть Он, как Творец всего сущего, в отличие от сотворенного им, не имеет ни начала, ни конца. Он, Господь миров, Аль-Ауаль, до Него ничего не было, был лишь Он, всегда. И Он Аль-Ахир, останется, когда все остальное будет умерщвлено им. Поэтому использовать эти слова нужно очень аккуратно. В стихотворениях, которые я видела, эти слова были использованы неправильно в отношении религии.